Что происходит с курсом рубля и на что рассчитывать? И чем ошарашили таджиков? Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. Курс рубля к таджикской валюте после заметного снижения в течение первой декады наступившего года за последние дни существенно вырос. По официальному курсу Нацбанка страны со 145,5 самани за 1000 рублей на 10 января он повысился до сегодняшних 149,5 самани, то есть на 6,5%. Резкие скачки курса рубля продолжаются с декабря минувшего года в связи с введением с Западом потолка цен на российскую нефть в $60. Курс российской валюты по отношению к таджикской в течение декабря снизился на 11%, что крайне негативно сказалось на доходах семей таджикских мигрантов, которые получали рублевые переводы. Напомним, что рублевые денежные переводы в Таджикистане по инструкции финансового регулятора выдаются исключительно в таджикской валюте с конвертацией на момент получения перевода. Так, 1 декабря за каждую 1000 рублей в банках давали 163 самани, а 31 декабря всего 144,5 самани. Это, к слову, лишь маленький пример того, как от западных санкций страдают не только россияне, но и жители стран, которые связаны с Россией. Сравнительно незначительно повысились в течение этой недели официальные курсы доллара США и общеевропейской валюты к самани на 0,3% и 3% соответственно. Американец сегодня стоит 10,24 самани, а европеец 11,7 самани. Как вы относитесь к такой ситуации? Успели уже обменять рубль по новому курсу? А Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, в интервью российской газете предложил в приоритетном порядке направлять выходцев из Центральной Азии для участия в выполнении задач СВО. Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. За последние 5 лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, сказал Александр Бастрыкин. По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних граждан указанных государств получили российское гражданство и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции, особенно в Украине, сказал глава Следкома Российской Федерации. Как вы относитесь к такой ситуации и почему это в приоритетном порядке? Ведь люди только получили гражданство, они еще даже не успели получить от страны реальную помощь, и их уже отправляют на ее защиту. Справедливо ли это? Как вы ко всему этому относитесь, особенно к получению гражданства в это тяжелое и непонятное время, учитывая, что Россия реально отправляет наших соотечественников на войну? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.